Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане собрано более 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Туркменистан и ПРООН запустили новые инициативы. В новом издании Красной книги Туркменистана внесено 23 оригинальных вида растений и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел рабочее совещание, на котором рассмотрена динамика работ в агропромышленном комплексе и сезонных кампаний в регионах страны. Как сообщалось, благодаря деятельной поддержке со стороны государства, хлеборобы сдали на Харман Родины свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Вместе с тем, сбор пшеницы по стране продолжается. Туркменистан и ПРООН запустили новые инициативы по укреплению избирательной системы и оказанию юридической помощи. Подписан ряд стратегических соглашений, направленных на укрепление и развитие долгосрочного партнерства в достижении национальных приоритетов развития. В частности, подписаны документы по поддержке Туркменистана в ускорении прогресса на пути к достижению цели устойчивого развития на период до 2030 года. В ботаническую часть 4-го издания Красной книги Туркменистана внесены 23 оригинальных вида растений. Под защиту государства вернулась можжевельник туркменский, известная как арча. Также в природоохранный список по решению ученых внесены валерьяна снеголюбная, груша регеля, ирис нарбута, тюльпан блестящий, гиссарский, туркестанский и другие. Научно-практическая встреча на тему развития птицеводства состоялась в Туркменском сельскохозяйственном университете. Во встрече приняли участие представители просветительско-преподавательского состава, студенты вуза, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, профильные специалисты. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития, содержания и выращивания кур, а также получения яиц и мяса птицы. Представители СППТ рассказали о значении птицеводческого сектора животноводства для создания продовольственной безопасности и экономического роста в стране. Вице-президент Турции Джевдет Илмаз заявил, что поставки туркменского газа через территорию Турции будут способствовать национальному благосостоянию страны и обеспечат энергетическую безопасность Европы. Это заявление прозвучало в ходе его выступления на неформальном саммите государств-членов Организации тюркских государств в Азербайджане. Продовольственное управление Сингапура одобрило 16 видов насекомых для употребления в пищу и импорта. Среди них сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчелы и тутовый шелкопряд. Власти отмечают, что употребление насекомых в пищу – новое направление для страны. Поэтому необходимо разработать специальные рекомендации по потреблению этих необычных продуктов. Известный стилист Александр Рогов поделился информацией о ключевом тренде предстоящего осенне-зимнего сезона. Эксперт моды сообщил, что главной тенденцией станут закрытая шея и декольте. По словам Рогова, высокий воротник будет доминировать в коллекциях ведущих модных домов. На предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут с 26 по 11 августа в Париже, Туркменистан будет представлен в соревнованиях по плаванию. В состав национальной сборной вошли 2 спортсмена из Ашхабада – мастер спорта международного класса Муса Джалаев и мастер спорта Айнура Примова. Оба пловца являются многократными победителями национальных соревнований. На Олимпиаде Муса выступит в предварительных заплывах на дистанции 100 метров вольным стилем, Айнура выступит на дистанции 100 метров на спине. Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала ежегодный рейтинг 500 лучших футбольных клубов мира за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Из туркменских команд в рейтинг вошли только Ашхабадский Алты-Насыр. Восьмикратный чемпион высшей лиги Туркменистана занял 420 место, лидером рейтинга стал Реал Мадрид. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня, увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал ваш самый надежный источник новостей.